Рабочая мышеловка, между прочим. Сегодня беглец мой гуляет. Вот щель. Спрашивается, почему я тут оставил такую щель. Буквально 5 минут еще подержу на плитке. И блюдо готово. Привет, ребята. Смотрите, какая погода. На улице сентябрь месяц. У нас тепло. Вообще солнечно. Бабье лето, будем считать. И что я включился? Смотрите, у нас с уловом сегодня мы. Вчера я поставил мышеловку. Вот такую нехитрую мышеловку. У меня в плейлистах также есть видео, как я делаю эту мышеловку. Рабочая мышеловка, между прочим. Вчера поставил, сегодня утром встаем, вот уже результат. Давок такой. За шею, за живот схватить может, там эта петля, пружина. Ничего там особенного нету. Так что, кому интересно, можете посмотреть в плейлистах своими руками, как я это делаю, мышеловку. Закипает чай, сейчас скипячу чай и пойду заниматься своими делами. Вчера у нас был шашлыки, закончили огород. Огород закончили, картошку копать. Погуляли вообще. Так, ребят. Вот мой буран. Уже несколько раз мне писали, просили, чтобы я заводил свой буран. Ну, за все лето я 2 раза уже как бы заводил. Буквально на минуту. И сейчас уже месяц сентябрь. Еще 1 раз заведу, а там уже в ноябре будем кататься на нем. В принципе, да, на этот раз насос качает. Великолепно работает все. Идеально. Как часы. Но, как ни странно, вот в апреле, в конце марта, не помню уже, когда последний поход собирался, буран не завелся. А сейчас вот летом 3 раза завоел, все четко. Там искра пропадала весной, а сейчас все работает. Но осенью, наверное, все равно придется мне прикупить запасное магнито. Телефон дергает опять. Так, ну что еще сказать? В принципе, буран завелся. Ну ладно, сейчас не буду пока заморачиваться, ничего делать заранее ничего не буду. Прикуплю к осени, к зиме запасное магнито. Вот такие делишки, ребята. Иду возле гаража прям. Ягоды. Обалдеть.
О, как вино. Кислые они. Ой, сладкие то есть. Очень вкусные. Уже листья выпадают. Осень на дворе, ребят. Как приятно смотреть на огород, когда уже все убрано, картошка. Не услышала. Предатель Тулан. Предатель. Подкрадывался к Айде. Да. А Тулан предал меня. Да, Айда? Отдыхает, загорает на солнце. Тепло на улице. Да? Тулан, предатель. Ты предатель, Тулан. Так, ребят, я в гараже, моя калина. Вчера хотели съездить на рыбалку, ну, перевезти на калине свои вещи, моторку туда-сюда. Но вот смотрите, у меня какая проблема вчера произошла. Ну, пришлось на УАЗике съездить потом. Короче, после поездки я остановился в гараже, машину оставил. А вчера вот пришел, включаю, все зажигается. Понимаете, что это такое? Что это может быть? Это аккумулятор сдох или что? А от чего? Обязательно напишите в комментариях, от чего мог разрядиться аккумулятор. Я ничего включенным не оставлял. Вот такую штучку еще как-то прикупил в Алиэкспрессе. Зарядка 10,3 показывает как-то. Не, бесполезно. Походу надо снимать аккумулятор и поставить на зарядку. Так, это я зачем включил? Вот так вот. Сейчас я... Ну тут темно. Надеюсь, ничего не видно, наверное, думаю. Я откручу тут два болта, две гайки, сниму аккумулятор и поставлю на зарядку. А там посмотрим. Все равно напишите, от чего мог разрядиться аккумулятор. Не понимаю. Второй раз. Понимаю, было дело еще зимой. Зимой в морозы. Но сейчас и тепло на улице. Не-то грязь, не-то еще какие-то подтеки. Не знаю. Так. Ну что тут у нас? Минусовая. И плюсовая. Дальше включаем розетку. Все. Пусть заряжается потом.
целый день будем же заряжать. Вообще разрядилась, потому что стрелка быстро уходит и обратно возвращается. Сейчас. Видели? Чем больше зарядка, заряженный аккумулятор, стрелка дольше не возвращается обратно. Может уже вообще ресурс свой закончился у этого аккумулятора. Сегодня будет баня в Москве. Отнес дрова. Думал, еще воду надо натаскать. Никита уже натаскал. Сегодня беглец мой гуляет. Беглец. Вчера отпускал. Он убежал у меня. Убежал тут и все. Беглец. Беглец. Не, ругать не стал. Пришел самостоятельно. Вольер зашел. Да. Вчера Айда целый день на свободе была. Сегодня Тулан гуляет.
ребята, поработал немножко. Спилил чурки, которые слишком длинные были. Это остатки после ремонта. Нижние венцы, когда менял, гниль там спилил. Более-менее бревна оставил на чурки. Это в бане там вместо дров использовать будем. Территорию еще немножко приубрал. В принципе, все нормально. Погода начинается портиться. Сегодня вроде как 11 сентября. Хорошие дни сейчас были, где-то недельку. И опять начал погода портиться. Ладно, работаем пока дальше. Работы, как всегда. Море в деревне, да? Ремонт, ребята, у меня еще не закончился. Надо пропенить в эти щели между бревнами. И пистолет мой старый, года 2 или 3, наверное, пользовался. Что-то не хочет работать. Я не знаю, может пистолет виноват, а может пены такие. 3 флакона, пол флакона полные еще. Прикупил еще дополнительно второй пистолет для пены. Сейчас попробую, будет ли работать вот этот новый. Или пистолет виноват, или пена плохая. Сейчас точно мы сейчас узнаем. Если будет работать, значит это старый пистолет, только выкинуть осталось. Но на вид все четко. Все. Я уход у меня был. Каждый раз я очищал от очистителя монтажной пены. Может быть и пена плохая. Ну, глянем, посмотрим. О, это будет стрелять. Этот будет работать, я как думаю. Сейчас глянем. Вот щель. Спрашивается, почему я тут оставил такую щель. Здесь я внизу все закрою, конечно. А здесь у меня 50-ку доску еще туда закину. 50-ку доска будет. Потому что на лето я буду вытаскивать, пусть проветривает. Сейчас, ну-ка. Мощь. Вот это понимаю пистолет. Значит, у меня уже все, хана пистолету. Да. Фурычит такой путь. Слишком. Ну-ка. О. Еще чуть-чуть надо убавить. Кочегарит, блин, слишком. Так. О. Так, тут вообще щели нету практически. Не, вроде нормально получается. Так. Там чуть-чуть еще. Ладно, сейчас я буду работать. В принципе, оказывается, пистолет был... Пистолет был виноват. Пена нормально работает.
Начинается дождь, ребята. Вон, смотрите, какие тучи идут. Пропенил. 2 паза тут. Так. И тут еще пошел. Здесь. Ветер поднимается. Хотел на днях на Хариуса сходить, но погода опять портится. Все против меня вообще, ребят. Погода. Вроде и свободное время у меня сейчас появилось, но погода начала портить. Ребят, немножко дождик сейчас был. Да и чуть-чуть идет еще. Короче, начал готовить. И на этот раз я прикупил сегодня вот такие плечевая часть от курицы. Вон они. Но тут очень много мяса. Мне лично нравится, когда дичь добываю, скажем, утку или боровую птицу. Мне очень нравится вот плечевая часть, крылышки. Вот. В данный момент я прикупил вот такие штучки. Ну и раскладываю. 2 раза уже споласкивал. Так раскладываю и буду жарить. Потом добавляем еще какие-то ингредиенты и картошку. Свежая картошка выкопанная. Вот так. Вот такой слой получается. Еще добавим растительное масло. Таких сложный рецепт у меня нету. Готовлю обычно попроще что-нибудь. Сейчас время обед, 1 час. Скоро придут у меня. И будет обед. Вот в таком виде растительное масло. И так. Ну, пусть жарится на большом огне. А там уже остальное добавим, будем тушить. Ну что, ребята, процесс пошел. Хорошечно. Я не любитель лука. На курицу и покупную морскую рыбу я всегда добавляю. А вот уже, скажем, если я боровую птицу готовлю, я никогда лук, ни морковь, ничего не добавлять не буду. А здесь лук не помешает. Это чисто морковь добавляю ради красоты. Некоторые любят чтобы в каждом блюде была морковь. Ну, мы особо много не кушаем. Своя морковь с огорода занес. Сочный, свежий, деревенский, вкусный, сладкий. Скажем, если сырым сейчас вот есть, он в самом соку. Вода вскипела, там растительное масло и жир от курицы. В меру посолим, много не надо солить, потому что картошку добавим, уже с картошкой еще посолим. Все достаточно. И дальше пусть жарится на
Кто как, ребята. А я режу вот так, соломками. Так намного вкуснее получается. Кубики не уважаю. Я не знаю почему. По-разному режу картошку, овощи. Но кубиками нет. Это не мое. Вот так вот и режем. Не надо никакой доски. На руках все четко получается. Картошка тоже своего огорода. Это получается сорт Авроры, Идеал. Два сорта. Вот так. Ну вот. У меня на среднем огне уже курица. Курица, будем считать, что уже готова. Где-то минут 20, наверное, прошло. Не больше получаса. Сюда добавляем для красоты и витамины также. Морковь. Вот так. Ну и еще последний штрих — это картошка. Самый простой рецепт для семьи на скорую руку. Для этого приготовления уйдет у вас времени, ну, от силы час. Это максимум. Будете сытые, довольные. Не надо заморачиваться на длительную готовку. Это если на праздники, конечно, можно постараться. Это самый простой семейный рецепт. Так что можете попробовать. Ну и впоследок еще, как и говорил, добавляю соль. Немножко посолил курицу и немножко посолю картошку. Но не надо переборщить. Все. Закрываем крышкой и ставим на средний огонь. Пусть тушится. Вот так. Все. Оставляем. Через минут 20 будем считать, уже блюдо готово. Так. Красота. Красота получилась. Картошка уже готова. Буквально там 20 минут. Картошка молодая. Блин, чуть-чуть у меня кищемский. Но это ничего страшного. Два в одном. Не надо гарнира. Гарнир вместе с жаркой, с курицей. Все, выключаем. Все. Пусть еще буквально 5 минут еще подержу на плитке. И блюдо готово. Как мы будем обедать, конечно же, не буду показывать. Многим это не интересно. Как я ем. Ну да ладно. Все. Я жду своих и обед. Так, ребят. Аккумулятор я подзарядил. И смотрите, перед тем как поставить, я увидел, что много, я не знаю, какой-то конденсат или что-то вытекло как будто. Не знаю от чего, ребят. Если что, подскажите, что тут такое. Не то грязь, не то сырость, не то еще что-то какое-то. Не могу понять. Ну, сейчас я установлю аккумулятор и попробуем завести. Заведется или нет. Мы сейчас это увидим. Так. Все. Сейчас попробуем.
залило, блин. Но все равно что-то не то. Проверь двигателя, ничего не горит. Никакая лампочка предупредительная, предупреждающая. Все работает, но не по себе что-то у меня. Где-то что-то может, какая-то проблема есть в машине. Но зацикливаться пока не будем. Немножко поснимал, ребята, один день своей жизни. Показал кое-что, свою работу, свой быт. Ну а так-то, в принципе, работает машина. Не знаю, какая причина была, от чего у меня сел аккумулятор. Не сразу завелась, но это от того, что я много раз ключи поворачивал, там, может, залило или еще. Но это не беда. В общем, разберемся еще.